Итак, сегодня официально началась уборочная кампания. Старт ей дал глава республики. Рустем Хамитов поставил перед аграриями новые задачи на предстоящий сезон, а также сообщил, как в этом году будут премировать лучших комбайнеров. Вести с полей у Эльвиры Имшановой. К этому символичному «поехали» аграрии готовятся все лето. Именно уборочная кампания покажет, что посеяли и что пожнут сельхозпроизводители. А планы амбициозные – почти 3 миллиона тонн зерновых. Дать старт жаркой страде в южной лесостепной зоне региона приехал глава республики. Хочу поздравить всех вот с этим хорошим днем и пожелать всем успешной работы на наших полях. А поля в этой зоне считаются территорией с высокой культурой земледелия. Именно поэтому Рустем Хамитов, обращаясь к аграриям 23 муниципалитетов, поставил перед ними новые задачи. Любой сев начинать с бизнес-плана, чтобы не уйти в убытки, цифровизировать отрасль, чтобы идти в ногу со временем и уходить от привычных стереотипов в земледелии. Мы с вами на сегодняшний день должны заниматься диверсификацией нашего сельскохозяйственного производства, расширением линейки продукции, выпускаемой нашим агропромышленным комплексом. Впрочем, ряд предприятий уже производят новую продукцию. Так в Зауралье начали выращивать горчицу. Чешминский маслоэкстракционный завод в этом сезоне приступает к обработке новой для себя культуры – рапсу. Продукция пойдет на экспорт. А эффективно управлять хозяйством помогает разработка уфимских ученых. Цифровая электронная карта полей. Это вот мы сделали. Помогают аграриям и меры господдержки. В этом году их объем составляет 4,5 миллиарда рублей. Республиканские власти помогают аграриям в покупке сельхозтехники. Именно поэтому на башкирских полях работают самые современные машины. В Российской Федерации единицы регионов, где присутствует поддержка со стороны региональных властей. День поля стал поводом и для подведения итогов конкурса фото и видеоработ, посвященных полевым будням. Лучшим признан проект нашей телерадиокомпании «Агробизнес». В этом году профессиональный конкурс объявлен и среди земледельцев. По итогам уборочной кампании 2018 10 комбайнеров, показавшие лучшие результаты, будут награждены. Они получат ключи от новых автомобилей. Соответствующие документы о премировании уже подписал глава республики. Эльвира Имшанова, Ильшат Казакулов, Вести, Башкортостан.